Наша республика уже не первый год присутствует в рейтинге самых болеющих регионов, говорит главный терапевт Коми Александр Тоинов. И тому есть объективные причины. Первая – суровый климат. Зима, которая длится едва ли не полгода, просто не может не сказаться на самочувствии жителей. Вторая причина, как ни странно, рост продолжительности жизни. Число пенсионеров увеличивается, вместе с этим повышается и доля так называемых возрастных болезней. К тому же статистика Минздрава России показывает, скорее не то, сколько людей в Коми болеет, а сколько больных мы можем выявить. Когда мы, допустим, отмечая некоторые показатели, замечаем, что происходит снижение, причем резко, обвальное снижение заболеваемости, это не всегда повод для некого триумфа, радости и так далее. Это наоборот повод подумать, может быть, что-то мы пропускаем, мы что-то не замечаем, мы где-то что-то не отслеживаем, может быть, в чем-то доступность какая-то снижается и так далее. То есть это повод для того, чтобы понять, по каким причинам происходит снижение. Поэтому вот этот показатель, он скорее не отражает некую болезненность населения, а именно процесс взаимоотношения, выявления заболеваний. То же самое и с детской заболеваемостью. Республиканские цифры в 1,5 раза превышают средние показатели по России. На северо-западе эта разница значительно меньше. Прежде всего мы, конечно, говорим о том, что высокие цифры заболеваемости общерегистрируемые говорит о, первое, доступности медицинской помощи, что население имеет возможность при наличии симптомов обратиться за медицинской помощью, получить эту квалифицированную медицинскую помощь. Это говорит о том, что есть доступность диагностики, что позволяет установить диагноз. Если уже опираться на цифры, говорят медики, то обращать внимание нужно на показатели смертности, а они в республике снижаются. И сегодня задача номер 1 – сохранить эту тенденцию. Одно из апрельских поручений главы Коми – усилить профилактику и диагностику онкозаболеваний. Они – одна из главных причин смертности. Подвижки уже есть. Например, химиотерапия. Помимо Сыктывкара и Воркуты сегодня доступна жителям Инты, Усинска, Ухты и Печоры. В рамках предложенной президентом России общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями уже в этом году из федерального бюджета на оказание паллиативной помощи мы получим 22 миллиона рублей. Этого недостаточно, конечно, даже я бы сказал крайне мало, чтобы осуществить усилия, принимаемые в направлении действительно реально качественного сдвига и рывка. Но, как я уже сказал, мы на месте не стоим, и в начале своего доклада я это подчеркнул, мы будем искать дополнительные возможности и, конечно же, источники финансирования. К столетнему юбилею мы запланировали реализацию проектов в рамках государственно-частного партнерства по строительству и оснащению передового и по всем параметрам новейшего, современнейшего радиологического корпуса республиканского онкологического диспансера. В республике в последние 10 лет реализует несколько проектов по повышению качества и доступности медицины. Больницы и поликлиники получают современную диагностическую аппаратуру. Только в прошлом году на приобретение медицинского оборудования было потрачено свыше 50 миллионов рублей. Более того, укомплектованность учреждений специалистами по сравнению с другими регионами значительно выше. Постоянно проводится всесторонняя профилактика и пропаганда здорового образа жизни. В результате растет сознательность пациентов, которые предпочитают при недомоганиях обращаться к врачу, а не заниматься самолечением. Елена Кононова, Иван Богомолов, телеканал Юрган.